Здравствуйте, уважаемые телезрители. В эфире программа «Главное». Меня зовут Амир Цычоев. И сегодня у меня в гостях начальник управления по борьбе с картелями Федеральной антимонопольной службы России Тенишев Андрей Петрович. Андрей Петрович, здравствуйте. Здравствуйте. Добро пожаловать в Ингушетию. Это во-первых. Во-вторых, и для телезрителей хочу напомнить, что сегодня в Ингушетии прошел семинар ФАС и правоохранительных органов. Андрей Петрович, расскажите, пожалуйста, вообще в чем была основная цель этого семинара, какую цель вообще, в принципе, преследуете? Смотрите, президент Российской Федерации в прошлом году, в августе, подписал перечень поручений нам и правоохранительным органам. Первое – это усилить уголовную и административную ответственность за картели, а второе – организовать взаимодействие между нами и правоохранительными органами с целью выявления и пресечения деятельности картелей, а также всех иных антиконкурентных соглашений. В декабре был подписан национальный план развития конкуренции, и там продублировано ровно такое же поручение прокуратуре координировать деятельность правоохранительных органов и контролирующих органов по выявлению картелей, а антимонопольной службе совместно с правоохранителями это взаимодействие обеспечить. И вот сегодня мы такой семинар провели, мы пригласили представителей всех правоохранительных органов Северного Кавказа, были представители и руководители всех наших территориальных органов Северного Кавказа, и мы обменялись опытом, как выявлять картельные соглашения, как доказывать их, в чем общественная опасность вот этих деяний, у кого дела обстоят лучше, у кого дела обстоят хуже, что еще нужно нам сделать для того, чтобы вот это зло, которое у нас есть, и тот вред, который картели причиняют экономике страны, минимизировать и виновных, конечно, выявлять и наказывать. Чтобы всем стало понятно, такой коротенький вопрос. Что такое картель? Вот смотрите, самый простой пример. Да? Это когда два хозяйствующих субъекта, два игрока на рынке договорились между собой и решили поднять цены. То есть любого рода ценовые сговоры, любого рода сговоры о разделе товарных рынков и называются картелями. И на самом деле у нас многие считают, договорились, что-то там о ценах договорились, на торгах договорились не торговаться между собой, что тут плохого. Менталитет у нас такой, что вроде всю жизнь договаривались. Смотрите, не дай бог, мы сейчас с вами вышли из студии, да, и у кого-то из нас там вытащили кошелек из кармана, а там лежит 10 тысяч рублей. Чего? Кража сразу же, да, вы пришли в милицию, милиция возбудила уголовное дело, ищут вора. Представьте, что в Ингушетии все продавцы телевизоров договорились поднять цену на 10 тысяч рублей на телевизоры. И любой, кто приходит в магазин, он переплачивает за телевизор 10 тысяч рублей. Не потому, что там экономически обоснованный рост цен был, да, а просто потому, что они договорились. Те же самые 10 тысяч рублей из вашего кармана изъяли, просто другим способом. Но результат-то один и тот же, у вас денег нет. Естественно. В принципе, вот он вред картелей. Только в первом случае пострадали вы, а во втором случае пострадала вся республика. Да? Любой, кто пришел и купил, лишился этих денег. Все. В общем, переплата 10 тысяч получилась. Да. Это я на одном таком простом примере. Очень доступный пример. Спасибо большое. Сам семинар, насколько вы оцениваете? Я считаю, во-первых, это первый такой семинар в стране, такой масштабный. То, что мы проводили такие совещания, семинары в других субъектах федерации, но межрегиональный семинар, когда съехались представители со всего федерального округа, и в таком количестве, так много, столь представительные, это впервые. Впервые, я думаю, что результат будет больше выявленных картелей, и будет больше и административных дел, и уголовных дел в том числе. То, что президент Российской Федерации, в числе прочего, поставил задачу и обеспечить уголовное преследование участников картеля. То, что национальный план называется национальный план развития конкуренции, но кроме того, что конкуренцию развивать, ее надо еще и охранять, в том числе и от преступных посягательств. А за все нарушения, вернее, из всех нарушений антимонопольного законодательства законодатель только картели указал, что только картели подлежат уголовному преследованию.
Все остальное – это административка, правильно? Все остальное – это административное, подлежит административному наказанию. И если увидели, как проходил Госсовет по развитию конкуренции, то президент там сказал, что картели должны наказываться наравне с изменой родине и убийством. Угу. Вот это, может, и в определенной мере метафора, да, но в некоторых странах на самом деле ведь сопоставимое уголовное наказание за картельные соглашения. И во всем мире общепринято, что это самое опасное преступление в сфере экономики. Андрей Петрович, в интернете, во многих, скажем так, бизнес-сообществах, пабликах и прочих интернет-ресурсах недавно прошла новость о том, что ФАС, звучало, вот буквально скажу так, ФАС хочет увеличения своих полномочий, что отныне ФАС может сам заводить уголовные дела, сам настаивать на том, что это не будет проходить через прокуратуру и через все остальные органы. Прокомментируйте, пожалуйста. Да, это явное преувеличение, потому что мы себе таких полномочий не просим. Больше того, законопроект, о котором речь шла в поручении президента, он уже разработан, согласован со всеми заинтересованными ведомствами и внесен в правительство. И надеемся, что правительство внесет его в Государственную Думу. Что касается наших полномочий, то мы дополнительно просим всего 2 полномочия себе. Первое – получать результаты оперативно-розыскной деятельности, не самим проводить оперативно-розыскную деятельность, а чтобы милиционеры, работники ФСБ имели право, если видят уголовно наказуемый картель, сообщать нам об этом картеле и передавать доказательства этого картеля. В установленном порядке, рассекречено, там все санкции суда, то есть мы никаких там чрезмерных полномочий себе не просим. А второе – это право изымать документы в том случае, если в этих документах явные признаки картеля. Мы же зачастую приходим, подписано соглашение о разделе рынка, поднятии цен. Мы говорим, хорошо, мы посмотрели, работайте дальше. Явное ведь, мягко говоря, несоответствие закону, да, а мы не можем изъять этот документ. Вот это, пожалуй, два полномочия, которые мы просим себе. Во всем остальном законопроекте речь идет об усилении ответственности за картели. В принципе, все резонно. Уважаемые телезрители, Кирилл Кабанов, руководитель НАК, прокомментировал, скажем так, этот семинар и рассказал о его значимости. Внимание на экран, давайте послушаем. Во-первых, оно очень своевременное, поскольку у нас вышел национальный план на 3 года противодействию коррупции, указом президента утвержденный, и основная тематика этого плана, на основных тематиках, это все-таки борьба с злоупотреблениями, борьба с коррупцией в системе государственных закупок. Да, и вот история с некими картельными сговорами – это часть коррупционной истории, да, поскольку на сегодняшний момент мы это видим и отмечаем, в ряде отраслей особенно, там, айтишная отрасль, да, все системы строительства, дорожная сфера, ЖКХ. Вот, поэтому президент обращает на это внимание особую сферу. Я, честно говоря, был приятно удивлен, поскольку для регионов это важно, поскольку часть средств значительно уходит сейчас в регионы. И то, что на Северном Кавказе эта тема поднята, да, достаточно серьезно. И буквально вот сразу после выхода указа президента национального плана, я считаю, что это очень своевременно и правильно, и показательно. Андрей Петрович, а вот на ваш взгляд, что значимо в этом семинаре? Насколько он значим? Вот даже для Ингушетии, как субъекта Российской Федерации. Смотрите, что касается Ингушетии, да, вот как субъекта Российской Федерации и работы нашего территориального органа, то я оцениваю, во-первых, эту работу достаточно позитивно. Наш небольшой территориальный орган, не секрет, что в нем работает всего 10 человек, в прошлом году выявил 6 различного рода картельных соглашений на территории республики. И, кстати, не только на территории республики, но и за пределами Ингушетии. Тем более сейчас наши вот эти все электронные системы электронных торгов, да, которые, в принципе, трансграничны, позволяют там
посмотреть, как проходят торги и нет ли признаков, допустим, сговоров на торгах на территории вообще всей Российской Федерации. Вот, и с этой точки зрения, вот они у вас очень продвинутые, наши коллеги, и они посмотрели все, да, вот, и как они в Ингушетии, вот эти вот заговорщики работают, и как они за пределами Ингушетии, и выявили сотни аукционов, где увидели вот признаки картельных соглашений. Вот это, кстати, очень хороший результат, и одно из дел Ингушского управления вообще в Российской Федерации заняло 3-е место с точки зрения его значимости и качества проведенного расследования. Это тоже просто, ну, на мой взгляд, очень хороший результат, который, ну, мы оценили вот так высоко. А вот вы сказали 3-е место. Там есть какой-то соревновательный момент? Ну, мы оцениваем результаты работы. Оцениваем результаты работы, оцениваем дела с точки зрения их масштабности, значимости, каких-то вот новых способов доказывания антиконкурентных соглашений. Но я вам скажу, что лучшим делом признано, одним из лучших дел, допустим, признано дело Мурманского управления, где они поймали роботов, да, которые вместо человека там участвовали в сговоре. Ну, я считаю, да, это новое слово, новый шаг, и мы высоко оценили вот такую работу. Действительно, друзья, когда уже роботы начинают участвовать в торгах, да, тех же? Да, то есть мы вот с вами договорились, да, но где-то в кафе посидели, потом запустили 2 аукционных роботов, и они все наши соглашения сами реализовали, а мы дальше сидим, чай пьем. Вот есть уже и такие у нас продвинутые товарищи. Друзья, давайте посмотрим сюжет наших коллег о том, как проходил семинар. До начала обсуждения национального плана развития конкуренции руководитель администрации главы Ингушетии Магомед Диндиев рассказал собравшимся в зале представителям ФАС России, какая работа ведется в регионе по выявлению преступлений в сфере нарушения антимонопольного законодательства. Управлением выявлено за последний год 29 случаев нарушения антимонопольного законодательства, негативно влияющего на развитие экономики Республики Ингушетия. По результатам рассмотрения возбуждено 13 дел, выдано 17 предупреждений об устранении выявленных нарушений. Из них в отношении органов власти и органов местного самоуправления Республики Ингушетия управлением возбуждено 10 дел о нарушении статьи 15 федерального закона. Помимо прочего, выдано 15 предупреждений органам власти и местного самоуправления об устранении нарушений статьи 15 антимонопольного законодательства. На нарушителей наложены штрафы в размере 156 миллионов рублей. Нарушения антимонопольного законодательства имели место со стороны некоторых министерств республики, администраций городов и районов. Большая часть работы проводится в республике по осуществлению государственного контроля государственных и муниципальных закупок, а также применению рекламного законодательства. Выявлены и устранены такие нарушения, как заключение государственных муниципальных контрактов без проведения конкурсных процедур торгов. Алексей Доценко до начала обсуждения темы передал приветственный адрес главе республики от руководителя ФАС страны. Здесь еще много очень добрых, хороших слов. Спасибо. Признание работы республики. Заместитель руководителя ФАС России отметил, что в Ингушетии проделана хорошая работа по выявлению нарушений антимонопольного законодательства. Национальный план развития конкуренции, утвержденный указом президента России, уникальный по сути акт, ведь он поможет развивать экономику, повысить благосостояние граждан страны. В этом уверены и собравшиеся в зале. Конкуренция создает сильнейших, поэтому успешный бизнес и экономику делает сильной. Минимальное количество рынков, которые должны войти в дорожную карту, 33, максимальное 41. Все они могут быть выбраны с учетом региональной специфики. В Республике Ингушетия принята соответствующая дорожная карта еще в 2016 году. И вам уже удалось добиться хороших результатов. По нашим данным, вы в первой десятке регионов по развитию рынка дошкольного образования. Хорошего показателя в Ингушетии удалось достичь в сфере розничной торговли. Однако, как мы видим, в поддержке нуждается рынок медицинских услуг, социального обслуживания и пассажирских перевозок. Я и мои коллеги
прибыли к вам с рабочим визитом для обсуждения возможных мероприятий изменения ситуации на этих и других рынках. Алексей Доценко отметил, что ФАС России готова дать необходимые рекомендации по выполнению национального плана. Далее руководитель ФАС Ингушетии рассказал о развитии рынков в республике на сегодняшний день. Розничная торговля лекарственными препаратами, изделиями медицинского значения и сопутствующими товарами, медицинские услуги, дошкольное образование, услуги отдыха и оздоровления детей, дополнительное образование детей, ритуальные услуги. У нас вообще рынка ритуальных услуг, кстати, тоже нет. На силу религиозных особенностей мы сами кормим своих людей без обращения специализированной организации. Племенное животноводство, семеноводство, в основном виды сельскохозяйственных культур, дорожное строительство. Дорожное строительство 100% у нас частная организация этим занимается. Подводя итог встречи, заместитель ФАС России отметил, что в Ингушетии достигнуты хорошие результаты по развитию экономических рынков. В Ингушетии на высоком уровне поставлена работа. Вот мы определили 33 рынка, где считаем, в принципе, по стране конкуренция развита слабо, точнее, больше определили, но 33, вот мы, которые должны выбрать регионы. Вот этих 33 рынков больше 10 в Ингушетии конкурентные. Это очень приятно, это показывает хорошую работу. Плюс некоторые рынки предложили сами коллеги из Ингушетии, которые они будут развивать, они видят, что там есть проблемы. Это тоже приятно, потому что на этих рынках, соответственно, будет больше предпринимателей, им будет обеспечен более легкий доступ на эти рынки. Соответственно, это рабочие места, соответственно, это конкуренция, которая приводит к улучшению услуг, качеству повышения и, как следствие, к снижению цен, поскольку когда конкурирует больше 3 предпринимателей, получается для потребителя лучше. Это совещание, то, что мы провели, да, семинар совещания антимонопольных и правоохранительных органов, это впервые в России проводится. Вот, Федеральная антимонопольная служба это вводит сейчас в практику, я думаю, и по всем федеральным округам такая практика пройдет. Мы первые, и на сегодняшнем семинаре, да, мы для себя определили точки интереса со стороны правоохранительных органов, то, что мы учтем, и на следующих семинарах мы это все уже в усовершенствованном виде, уже в другом материале, да, будет преподнесен, и дальнейшее взаимодействие правоохранительных органов будет отложено. Такие мероприятия и встречи просто необходимы, уверены собравшиеся. Общими усилиями мы должны поднимать экономику страны. Продолжаем эфир, друзья. И следующий вопрос. Мы слышали, что планируется заключить некое соглашение между правительством Республики Ингушетия и ФАС России. Вот об этом соглашении. Ну, пожалуйста. Поскольку оно не заключено еще, но мы готовимся, и та, и другая сторона готовимся к соглашению, и, в принципе, я уверен, что оно будет подписано. Это соглашение как раз в развитии от того национального плана по развитию конкуренции. Каждый субъект Российской Федерации должен выбрать определенные параметры, в каких сферах, в каких отраслях он должен развивать конкуренцию, каких показателей он должен достичь. И вот сейчас таки, и, соответственно, что органы власти республики должны сделать, чем должна Федеральная антимонопольная служба помочь республике в развитии конкуренции. Вот такого рода соглашения. Мы сейчас уже практически согласованы все его основные условия, но я думаю, когда оно будет подписано, вот тогда уже, наверное, можно будет говорить о том, что там внутри этого соглашения. Я понял. План развития рассчитан на 3 года, правильно? С 18 по 22. И вот у меня такой вопрос. А вот сама антимонопольная служба в одиночку ведь не справится с таким планом, правильно? 3 года, конечно. Очень много работы и, в принципе, сотрудничество с правоохранительными органами. Это прям облегчает задачу. Ну, сотрудничество с правоохранительными органами – это только одна грань. А все-таки основной упор вот этого плана, основной вектор – это развитие конкуренции. Вот об этом я и хотел услышать. И там будет все-таки взаимодействие с органами власти, губернаторами, и вот такого рода соглашения, такого рода совещания будут проведены во всех субъектах Российской Федерации, ну, вот, начиная там от Магадана, да, заканчивая Калининградом. Это первое. Второе – это федеральные органы власти, которые также должны принять дорожные карты по развитию конкуренции.
То есть вот на всех уровнях такая работа будет проведена, и Федеральная антимонопольная служба своего рода координатор этой работы. То есть вот в чем и поменялась существенная ситуация после того, как был подписан указ президента, что раньше антимонопольная служба в одиночку там пыталась добиться каких-то показателей, как правило, штрафуя, там где-то чего-то развивая, то сейчас все органы власти должны будут этим заниматься. Но для нас это, на самом деле, для страны это уникальный шанс сделать экономический рывок, сделать прорыв за счет развития конкуренции. Очень здорово. У меня вот вопрос, как человеку, который не сведущ в этих делах, что такое антиконкурентное соглашение на торгах? Вот что значит слово антиконкурентное? Вот смотрите, на самом деле это два вида соглашений. Первое, государственный заказчик объявляет торги, и он хочет что-то купить. Что-то купить, и когда он объявляет процедуру торгов, он предполагает, что придут честные конкуренты и будут торговаться между собой, снижать цену, предлагать лучший товар. И вот у кого меньше цена и лучший товар, он должен выбрать и, соответственно, вот у этого субъекта купить. Да? Но если участники торгов договорились не торговаться между собой, договорились разделить лоты. Я выигрываю здесь, ты не идешь ко мне на торги, не составляешь конкуренцию, а ты выигрываешь здесь, и я не иду к тебе, не составляя конкуренцию, то цена не снижается, да, на товар, а качество товара оставляет желать лучшего, потому что вот я пришел, поставил заказчику, а мой конкурент лучший товар не предложил. Все, нет экономии бюджетных средств, раз. Товар поставляется зачастую невысокого качества, два, то есть теряет бюджет, а бюджет закупает же, смотрите, лекарства, строит дороги, строит больницы, строит детские сады, а потом мы говорим, в больнице лекарств нет, перевязочного материала нет, дороги отвратительные, вот это отсутствие конкуренции на торгах. А еще хуже, если эти же хозяйствующие субъекты потом еще сговариваются с государственным заказчиком. Да? Давайте мы завысим начальную максимальную цену, давайте мы всех честных конкурентов, кто будет пытаться с нами спорить, заявки их надо будет отклонить, и тогда на самом деле круг замкнулся. Да? И вот то, что еще и сговор с заказчиком, это чистейшей воды коррупция. Да? И мы всегда говорим и будем говорить о том, что любого рода картельное соглашение – это питательная почва для коррупции. Так вот, по нашим оценкам, вследствие картельных соглашений ежегодно у нас страна теряет до 2% ВВП. Мы, если там за год рост ВВП несколько процентов произошел, мы считаем это большой победой, но одновременно вследствие такого рода картельных соглашений мы теряем просто очень много. Вот еще один пример. Мы совершенно недавно рассмотрели дело о сговоре на рынке запорно-пломбировочных устройств. Вот, казалось бы, мелочь. Это пломбы, которые в вагоны опечатываются, когда переезжают. Но оборот грузов настолько большой. У нас такие крупные компании, например, как «Русал», «Сибур», в год тратили по 200-300 миллионов рублей вот на эти маленькие свинцовые пломбочки. После того, как мы рассмотрели вот это картельное дело и привлекли виновных к ответственности, цены снизились втрое. Оказывается, они были в 3 раза завышены. Но все покупали по этим завышенным ценам, потому что производители все объединились, и больше пойти некуда. Все. И вот такого рода ценовые сговоры у нас сплошь и рядом. Я просто последний пример, мелкий, но понятный привел. Могу приводить таких примеров множество. Но страдают-то все. Страдает честный бизнес, страдают потребители, страдает государство. Андрей Петрович, у меня вот такой вопрос к вам. Вот вы сказали, что бороться нужно с людьми, которые договариваются на торгах. Да? А вот ни для кого не секрет, что во многих сферах, вот, допустим, разыгрывается тендер на строительство или на что-либо еще, это уже очень вжилось, скажем так, в их общество. Как вы думаете, насколько сложно будет перевоспитывать этих предпринимателей, строителей? Сложно, на самом деле. Вот смотрите, что удерживает от совершения любого рода правонарушений. Первое – суровость наказания, второе – это неотвратимость наказания, а третье – это, и самое главное, на мой взгляд, это же не наказание. Это вообще
культура, да, вот, то, что впитано, там, что называется, с молоком матери. Да? Но вот почему вы не переходите улицу на красный свет? Да, вот я не перехожу, потому что когда мне мама еще в садик водила, да, вот мы встали на красный свет, и все, нельзя. Я это помню, у меня это в крови. И мне все равно, что там подойдет милиционер и оштрафует меня. Вот когда у нас корпоративная культура будет настолько высокой, да, что в стандартах вот этих всех корпораций, органов власти будет не договариваться, вот тогда да, тогда мы будем считать, что мы победили. Когда это будет, не знаю. Вот это, наверное, самый важный и самый дальний результат. Но, кстати, мы в числе прочего и предлагаем сделать антимонопольный комплаенс. Это система профилактики антимонопольных нарушений обязательным для органов государственной власти. И я думаю, что до конца года мы вот этот антимонопольный комплаенс в органы власти начнем внедрять. Ну, это в том числе культура, в том числе просвещение. А что касается наказаний, ну, у нас уже есть первые приговоры, и приговоры с лишением свободы, и приговоры для достаточно высокопоставленных должностных лиц, когда они договаривались с теми, кто должен победить на торгах, за сам факт сговора. Примеров могу привести множество просто. Мы верим, мы верим. Друзья, давайте посмотрим еще один сюжет наших коллег по поводу семинара, который проходил у нас, и о том, что обсуждалось на семинаре. Противодействие картелизации отдельным пунктом прописано в национальном плане. С таких слов открывает региональный семинар совещания замруководителя ФАС России Алексей Доценко, подчеркивая серьезность проблемы. Они не только мешают делу предпринимателей, но также и напрямую влияют на экономику и субъектов, и страны в целом. Если раньше как такового серьезного наказания картели не несли за свою деятельность, то в этот раз Владимир Путин подписал указ об усилении мер пресечения этого вида нарушений и налаживании взаимодействия антимонопольных и правоохранительных органов только первый шаг. На сегодняшний день ФАС России выявляет факты антиконкурентной соглашений на торгах, которые являются одной из форм коррупционных проявлений. Привлекает хозяйствующий субъект к административной ответственности, после чего передает информацию о преступлениях в правоохранительные органы с целью возбуждения уголовных дел. Поскольку картель наказывается уголовной ответственностью. Картель – это скрытое преступление, поэтому для нас важно взаимодействие с вами. И в части проведения проверок, и в части получения материалов оперативно-розыскной деятельности, и в унификации уголовного и антимонопольного законодательства. Заключение картельного сговора – это, по сути, попытка устранить конкуренцию на рынке или установить монополию на какую-либо продукцию, что запрещено антимонопольным законодательством. Ограничение конкуренции может привести к дестабилизации экономической политики. Поручение президента по ужесточению наказания уже есть. Теперь осталось решить, как выполнить. Этот вопрос поднимает на встрече начальник управления по борьбе с картелями ФАС России. Поручение есть, его надо выполнять. Осталось решить как. Но давайте поговорим о том, в чем вот опасность вот этих антиконкурентных соглашений. То есть картель – это когда два и более хозяйствующих субъекта, которые работают на товарном рынке, либо участвуют в торгах, договорились о повышении цен, поддержании цен, вот, либо о разделе товарного рынка, хотя любой раздел товарного рынка, в принципе, ведет точно такие же последствия. Мы поделили рынок, я на своем сегменте из товарного рынка становлюсь монополистом, да, и что делает монополист, причем неконтролируемый никем совершенно, он, конечно, в первую очередь поднимет цены. Вот такие запреты в законе о защите конкуренции существуют, и вот именно они называются картелями. Проблема актуальная для нашего и других регионов СКФО, отмечает руководитель администрации главы республики Магомед Индиев. Не случайно президент сравнил деятельность картелей с госизменой, и основная задача сидящих в зале – защитить принципы здоровой конкуренции в регионах страны и на основе закона выстроить своего рода барьер против картельных соглашений. Очень важным для всех нас представляется сломать сложившийся стиль бюрократического мышления, засилие государственных муниципальных предприятий на конкурентном рынке, создание тепличных условий для своих, в кавычках, что искажает конкурентную среду. Надеюсь, что нам сегодня удастся обсудить имеющиеся проблемы и найти основные точки развития экономики Республики Ингушетия в условиях здоровой конкуренции.
В рамках исполнения положений Национального плана развития конкуренции в России на 2018-2020 годы на встрече собрались представители монопольных служб из различных регионов и областей страны. Все они ищут ответ на один и тот же общий вопрос. Помимо этого, эта площадка также хорошая возможность обменяться опытом или обсудить какие-либо новые методы борьбы с видом мошенничества, которые наносят экономике всего мира серьезный урон. Эта тема очень важная для страны и для экономики в частности. И такой обмен, который происходит сейчас, он позволит всем правоохранителям в этой области, нам, в том числе в федеральной службе, обмениваться активным опытом, который присутствует в регионах. Потому что на самом деле преступления, которые в этой сфере совершаются, они совершаются сознанием дела, и специалисты в этой области, преступники, они обмениваются активной информацией, понимают, какие особенности есть в тех или иных регионах. Правоохранителям, конечно, необходимо также общаться, обмениваться опытом, чтобы предотвращать эти нарушения, которые для экономики, наверное, в сфере антимонопольного регулирования наиболее опасные, потому что они незаметно изымают денежные средства из бюджета и также из карманов потребителей. Также в ходе совещания руководитель администрации главы вручил начальнику ФАС Ингушетии поздравительный адрес от Юнусбека Евкурова в честь десятилетия ведомства. Поздравил в его лице весь коллектив и пожелал плодотворной работы. Хочу сегодня поздравить руководителя ФАС Республики с десятилетием, пожелать им больших успехов. Они действительно, на самом деле, вот насколько я знаю, принципиально занимают свою позицию и к своей деятельности относятся очень серьезно. Поэтому я их благодарю за эту работу и, пользуясь случаем, от имени главы республики хочу вас поздравить с десятилетием. Продолжаем, друзья. Я еще раз напоминаю, у нас в гостях начальник управления по борьбе с картелями ФАС России Андрей Петрович Тенишев. Андрей Петрович, к вам еще один вопрос. Будем уже завершать постепенно. Но, во-первых, давайте поговорим о торгах. Вообще, как это все делается? Допустим, я, как человек, который мало в этом что смыслит, хотел бы поучаствовать в тендере. Да? Есть у меня, допустим, возможность, я это делаю. Как мне понять, что все честно? Но если ваша заявка допущена, и вы видите, что делаете ценовые предложения, и вас там не выбросили с этих торгов, и никто не пришел к вам с предложением «давай договоримся», это честные торги. Вот, в принципе, и все. И ведь для предпринимателя это тоже важно. Вот смотрите, экономический кризис, все говорят, там, банковские кредиты стали дорогие, да, там, процентная ставка высока, я такую прибыль не получаю, да, и где мне взять деньги для развития бизнеса, и что делать? Я вот сегодня буквально смотрел у вас там передачу о развитии малого предпринимательства, но ведь когда предприниматель честно получает доступ к государственному заказу, это же живые деньги без всяких процентов. Он, как правило, получает 30% аванс, получает деньги за работу практически сразу, да? Вот, ему не надо брать кредиты в банке. Он не тратится, там, если он, ну, допустим, там, поставка компьютеров для государственных нужд. Он поставил все компьютеры оптом, с ним рассчитались сразу, а в это время его конкурент продает компьютеры где-то в магазине в течение всего года, потихонечку, да, тратится на аренду магазина, зарплату продавцам, на рекламу. Он несопоставимую прибыль получает, да, намного меньшую. И тот, кто в торгах победил, он получил, конечно, огромное конкурентное преимущество. Он поставил государству быстро, сразу много, получил деньги. Кредиты в банке брать не надо, затрат там лишних он избежал. Ну, тогда ты должен получить доступ к государственному заказу честно, да, ты должны лучшее получать, а не те, кто умеют договориться. Вот, в принципе, и все. А вот, допустим, пришел ко мне все-таки человек и хочет договориться. Куда мне обратиться в таком случае? В антимонопольную службу. И их всех проверят, правильно? Проверят. Вот. Ну, договариваться сейчас сложно, опасно и на самом деле чревато. Мы все больше и больше торгов переводим в электронную форму. В 2018 году все торги по федеральной контрактной системе перейдут в электронную форму. А там на электронной торговой площадке вот видно все как на ладони. Я у себя из кабинета в Москве в режиме онлайн могу посмотреть, как прошли торги на Чукотке, в Калининграде, там, здесь вот у вас в Ингушетии.
И я обычно, когда еду куда-то в командировку, у меня уже полная картина, чего там вот в этой республике, в области, в крае происходит. Кто с кем договаривается, я уже знаю, потому что электронная система выдает все сразу. Не поверите. На самом деле здорово, что есть такие технологии и возможности все это отслеживать, не выходя из кабинета, но все-таки чаще ездите в командировки. У меня вопрос по росту цен в стране. Вот у всех сейчас на устах рост цен на бензин, правильно? Есть ли какая-нибудь надежда, что вот этот план на развитие и с помощью ФАС как-то все эти законы урегулируют, скажем так? Ну, все-таки, к сожалению, или, может, к счастью, наоборот, законы принимаем не мы, мы можем инициировать. И вот те самые там решения по акцизам мы предлагали достаточно давно, и, слава богу, сейчас они будут приняты, и это повлияет, несомненно, на то, что на снижение роста цен. Первое. Второе, ведь у нас это всегда, к сожалению, вот и это в менталитете тоже есть, когда происходят какие-то вот трудности общегосударственного масштаба, кто-то хочет на этом погреть руки. Вот такое было в период там, введения санкций, контрсанкций, когда цены росли. Вот. Что-то росло по объективным экономическим причинам, а где-то у нас недобросовестные товарищи пытались просто под шумок навариться. Вот с теми, кто под шумок пытается навариться, мы сейчас разбираемся. А мы сейчас проводим целую серию проверок биржевых спекулянтов, которые на Санкт-Петербургской бирже взвинчивали цены на бензин. Вот. А биржевая торговля – это же определенного рода показатели рыночной цены. Вот. А мы сейчас в регионах некоторых нашли уже и доказали, и возбудили антимонопольные дела по тем, кто, опять же, пользуясь вот этой вот общей тенденцией, да, решил нажиться. Вот, буквально вот сегодня, там, час назад мне сообщили, что и уголовное дело уже в Крыму возбуждено о картеле, не только антимонопольное, да? Там речь будет идти о серьезных тюремных сроках для тех, кто договаривался о ценах на бензин в Крыму. Ну, так что вот как-то так. И что касается вот серьезных приговоров за ограничение конкуренции, все, поручение президента есть, правоохранители работают. И сегодняшний семинар тому свидетельствует. И первые приговоры уже начались. И счет не в пользу тех, кто нарушает законы конкуренции. Приговоры с лишением свободы. Ну, Андрей Петрович, мы желаем вам удачи в этом, на самом деле, нелегком деле, потому что ФАС против всех монополистов, да, которые завышают цены и портят экономику нашей страны. У нас в гостях был начальник управления по борьбе с картелями ФАС России Андрей Петрович Тенишев. Меня зовут Амир Цичоев. Друзья, вы, в принципе, услышали все самое главное на эту тему. На этом мы с вами прощаемся. Всего доброго. До свидания.